Добрый день, уважаемые зрители! Россия по традиции 24 мая широко отмечает День славянской письменности и культуры. Этот праздник был основан в 1863 году и вместе с православным миром отдают дань уважения памяти святых Кирилла и Мефодия. Своими усилиями они изобрели алфавит с именем Кирилла – кириллицу. Этот язык и письменность до сих пор слышаны и читаются сегодня духовенством Русской Православной Церкви. Язык также известен как старорусский. Сегодня сотни тысяч россиян одновременно будут петь до глубины души знакомые песни. Это будет всенародный песенный праздник, который охватит каждый уголок нашей страны. И сегодня в нашем концерте хоровой музыки прозвучат произведения великих композиторов с участием хорового коллектива и оркестра русских народных инструментов Кызылского колледжа искусств имени Алексея Бактаевича Чердомова. Кровавый эпоха, письмо рождено, истории нашей кипучей, и русский язык всем известен давно, как крепкий, свободный, могучий. В священном Писании в книгах пришла культура Руси от начала. До нынешних дней свой народ провела, чтоб русская речь зазвучала. В поэзии, в песне, в призыве солдат. В труде помогает нам слово. Вся письменность наша поистине клад, веками страной нажитого. Славянская азбука, словно родник, питает собой поколение. Спасибо тебе, русский язык, в котором живет вдохновение. Петр Чайковский. Ночевала тучка золотая. Стихи Михаила Лермонтова. Исполняет женский хор. Дирижер, студентка 4-го курса специальности хоровое дирижирование Айкыз Мангуш. Виктор Калиников. Жаворонок. Слова Василия Жуковского. Дирижер, студентка 4-го курса специальности хоровое дирижирование Буяна Мапен.
Александр Доргомышский, «Сватушка», хор девушек из оперы «Русалка». Дирижер, студентка 4-го курса специальности хоровое дирижирование Угулза Агон, концертмейстер Виктория Увангур. Слово предоставляется директору Косынского колледжа искусств Айланмату Мушкабеканову. Добрый день, дорогие наши студенты, преподаватели. Значит, смотрите, пользуясь таким торжественным моментом, я хочу почествовать наших студентов. Это связано с нашим московским концертом, который мы достойно представили перед публикой нашей центра города Москвы. Я лично вызывать не буду, я хочу почетной грамотой наградить отделение студентов вокального искусства за активное участие в творческой жизни колледжа, мероприятиях, посвященных столетнему юбилею первого тувинского профессионального композитора Алексея Бактаевича Черголова. Виктория Эдуардовна, можно вам вручим. Огромное спасибо. На классном я думаю, всем, которые ездили в Москву, молодцы. Это наши студенты вокалисты. Так, ну а сейчас также студентам отделения хоровое дирижирование Шудра Петровна, мы тоже вас, всех студентов, тоже мы хотим наградить почетной грамотой именно по мероприятию по столетнему юбилею нашего Алексея Бактаевича Черголова. И сегодня также у нас выступает оркестр русских народных инструментов, Евгения Львовна, дирижеру, руководителю. Будьте добры всем лично всех поблагодарить, всех с почетной грамотой мы награждаем наших студентов. Что касается сегодняшнего дня, это у нас традиционное мероприятие. Вот несмотря, что у нас уже силы уже выдохлись, но несмотря на это, я вообще удивляюсь нашими педагогами. Буквально позавчера показали тоже очень хороший концерт вокалистов, выпускников. Сегодня русский оркестр, хор и так далее. Я преклоняюсь за ваш труд и всех с праздником. «2024 год для нашего колледжа является юбилейным.
Мы празднуем столетие со дня рождения Алексея Бактаевича Черголова и по праву называем себя детьми Черголова. Достойно продолжая дело мастера и осознаем огромную ответственность за сохранение его наследия. Лучшие страницы творчества Алексея Черголова посвящены родному Тувинскому краю и красоте его природы. Чуйгана Компусунда. Тувинские зарисовки. Тувинские народные песни для женского хора. Хормейстер Чодрасат. Элементы хореографии Артыша Сани. Kaya
Первым тувинским композитором, обратившимся к кантатно-ораториальному жанру, был Алексей Бактаевич Черкалов. Оратория «Таинджа Алтар» «Воинская слава» на стихи Олега Субботбита была написана в 1975 году в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Оратория повествует о героизме тувинских бойцов и гибели друзей, о горе матери, потерявшего единственного сына. Композитор использовал интонации знаменитой песни Александрова «Священная война». Служение Родине сегодня является для нас волнующей и животрепещущей темой во всем мире. Сейчас прозвучит одно из ярких произведений Алексея Черкалова, которое было впервые исполнено в Москве на сцене Российской академии музыки имени Гнесин в апреле текущего года. Вы услышите все 5 частей оратории. Первая часть – «Победа», вторая часть – «Рапорт бойцов», третья часть – «Жди меня, мама», четвертая часть – «Элегия матери» и пятая часть – «Мы не допустим войны». Оратория Алексея Черкалова «Таинджа Алтар» «Воинская слава» в сопровождении Русского народного оркестра под руководством Евгении Монгуш. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов Урана Комушко. Солисты Ангыр Сюрин, Ренат Дашинаев, студенты 4-го курса. Солистка, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный артист Республики Тыва Эльвира Докулак. Дирижер Чодура Сад.
что ж, друзья, завершен наш праздничный концерт. Благодарим всех, кто пришел прикоснуться к великому культурному наследию России и творчеству первого туринского композитора Алексея Богдановича Черкового. И нам остается с вами только попрощаться. До новых встреч. Желаем всем мира и добра.